Мне очень приятно сегодня приветствовать всех в связи с 25-летием получения статуса национальной библиотеки, бывшей республиканской библиотеки Удмуртской республики. Все-таки какова была значимость, какова была сила, что ли, нашего Совета Министров в ту пору, что приняли такое решение первыми в Российской Федерации. Вот здесь бывший присутствует заместитель председателя Совета Министров, и мы приняли такое решение об открытии первой в Российской Федерации национальной библиотеки. И должна сказать, что не везде это встретило, не во всей России это встретило какие-то хорошие, теплые отзывы. Были и противники того, что открылась национальная библиотека. И все-таки была проведена конференция федерального значения в нашей библиотеке. Тогда называлась она так вот с намеком «Смена вывески» или «Смена деятельности». И все-таки практика показала, что смена деятельности. Вот здесь присутствует Юрий Александрович Бреханов, который, я его зову, отец национальных библиотек Российской Федерации. Только при его помощи мы получили этот статус. Нас поддержала тогда Тюлина Наталья Ивановна, автор монографии национальной библиотеки, и Иви Энма, директор Эстонской национальной библиотеки. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый высокий президиум, уважаемые коллеги. Мне очень приятно сегодня передать слова приветствия от имени главы Удмуртской республики Оксаны Васильевича Соловьева, от имени председателя правительства Виктора Алексеевича Савельева, от Министерства культуры, информации и печати, правильно еще мы так называемся, и поздравить нас всех с этим замечательным праздником. 25 лет – это серьезный юбилей, и я думаю, что тот статус, который был получен в тот период, он открыл новые возможности для развития нашей самой главной библиотеки Удмуртской республики. Ну и, соответственно, раз сегодня Национальная библиотека является и научно-методическим центром для развития муниципальных библиотек, соответственно, и для развития всех публичных библиотек Удмуртской республики. И я с огромным удовольствием сегодня и с огромной, наверное, сердечностью хочу вас поблагодарить, уважаемые сотрудники Национальной библиотеки, действительно за тот труд. Труд очень серьезный, очень ответственный, очень важный, в первую очередь для просвещения и образования нашего населения, который вы взвалили на свои в основном женские плечи, и вы успешно сегодня с этой задачей справляетесь. Спасибо вам большое за ваш труд, уважаемые наши коллеги. Я был убежден, и эта убежденность у меня никогда не пропадет, что библиотеки являются той базовой, наверное, частью нашей жизни, базовой формировании мировоззрения, формировании образования, опять же, патриотизма, воспитанности любого общества. Если не будет культуры в нашей жизни, а основным носителем, в том числе и ценностей духовности, это являются библиотеки. Если не будет воспитания, в 90-е годы хотели нас убедить в том, что как и рынок выстроит экономику, так и жизнь сама воспитает человека. Мы убедились за это время, что это неправда и это не так. И сегодня, касаемо воспитательной, образовательной части, роль библиотеки переоценить, наверное, сложно. Потому что действительно то, что вы сегодня делаете в нашем обществе, это очень важно. И государство сегодня понимает эту важность. Не случайно мы в этом году при поддержке федерального бюджета смогли все-таки усилить материально-техническую базу. Выделено было 8 миллионов рублей, и я думаю, что это тоже шаг вперед. С другой стороны, я прекрасно понимаю, и вчера я докладывал на совещании у главы Удмуртской республики, что сегодня катастрофическое пополнение наших фондов библиотечных.
Та цифра, которая была в прошлом году, она равнялась нулю, это нас никак не устраивает. И слава богу, глава Удмуртской республики Александр Васильевич нас услышал, и в бюджете будущего года есть цифра. Но я думаю, что она пока нас тоже не устраивает, порядка 3 миллионов, но мы найдем возможность увеличить ее. И с другой стороны, впервые за последние годы решением Александра Васильевича Соловьева порядка 5 миллионов выделяется на издание национальной литературы. Мне кажется, это тоже шаг вперед. Но сегодня я от имени главы администрации хочу вручить благодарность Таукарон, коллективу автономного учреждения культуры Удмуртской республики, Национальной библиотеки Удмуртской республики за большой вклад в сохранение культурного и интеллектуального наследия Удмуртской республики. Ну и слова благодарности Галине Гавриловне, потому что в течение долгих лет она уже тащит этот груз ответственности на своих плечах. Здоровья вам! Почетная грамота Государственного совета вручается за вклад в развитие культуры Удмуртской республики Людмила Михайловна Попова. Благодарность Министерства культуры, информации и печати за добросовестный труд и вклад в развитие библиотечного дела вручается главному библиотекарю отдела Центра национальной краеведческой литературы и библиографии Автономного учреждения культуры Удмуртской республики, Национальной библиотеки Удмуртской республики Светлане Аркадьевне Бардаковой. Альфия Ривкатовна Галямова приглашается, и ей вручается благодарность. Кельманда Казан. Праздником здоровья, счастья, успехов нам всем. Спасибо большое. Разрешите поздравить вас с такой замечательной датой, с таким замечательным юбилеем от имени депутатов Государственного совета, от имени председателя Государственного совета Владимира Петровича Невостроева, и зачитать приветственный адрес. Уважаемая Галина Гавриловна, уважаемые работники библиотеки, участники конференции, поздравляю вас с юбилеем присвоения статуса национальной Удмуртской республиканской научной библиотеки имени Ленина. Сегодня библиотека по праву считается центром информации, культуры и досуга для жителей Удмуртии, является консультационной и методической базой для муниципальных библиотек. Ежегодно ее услугами пользуются 25 тысяч читателей. Фонд библиотеки насчитывает около 1,5 миллиона экземпляров. За годы работы библиотека стала не только постоянным и надежным источником информации, но и авторитетной площадкой для заинтересованного обсуждения различных точек зрения на основные общественно-политические события, происходящие в Удмуртии. В 2013 году Национальной библиотеке Удмуртской республики исполнилось 95 лет. Ее история началась в 1918 году создания Центральной городской библиотеки. С течением времени рос штат сотрудников, увеличивался библиотечный фонд, появлялись новые формы работы с книгой, менялся статус учреждения. Центральная городская, областная, затем республиканская, научная, первая в России национальная. За сменой названий мощное развитие библиотечной системы Удмуртской республики. Сегодняшняя конференция станет очередным этапом межбиблиотечного сотрудничества, решения актуальных вопросов по сохранению национального культурного наследия, созданию цифровых ресурсов и обеспечению их доступности для пользователей. От всей души выражаю глубокую признательность коллективу Национальной библиотеки Удмуртской республики за добросовестный труд на благо развития образования и культуры, профессионализм, активная жизненная позиция, любовь к работе, уважение к читателям снискали учреждению высокий авторитет и широкую известность как в Удмуртии, так и за ее пределами.
Уважаемые участники конференции, желаю вам плодотворной и эффективной работы, новых научных и профессиональных контактов. Заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики Софья Ильфатовна Широбокова. Библиотека является и стала вот за эти годы научным, образовательным, вот каким хотите сказать, центром популяризации национальной литературы, классической литературы, современной литературы. На сегодняшний день вы проводите столько мероприятий, столько работы ведете по популяризации, особенно национальной литературы, что с вами наравне поставить я даже затрудняюсь, можно кого. Потому что вы сегодняшнему читателю очень трудно понять особенно современную литературу. Затем красочными оформлениями очень много сегодня издается однодневок, мыльных каких-то журналов и книг. А вы, если у человека нет базы, вы подготавливаете эту базу, художественную базу, чтобы человек смог выбрать истинную художественную хорошую литературу. Спасибо вам за это. И вам, конечно, сегодня, как уже сказал Владимир Михайлович, очень тяжело. Мы пережили этот период. Мы тоже 2 года скитались, мы работали на колесах. Но вам, наверное, еще труднее, уважаемые коллеги, потому что вы разбросаны по всему городу. Я желаю вам, чтобы вы наконец-то въехали в свой красивый, хороший, единственный свой дом, и все вы вместе, здоровья вам, счастья, благополучия, и оставайтесь вместе с нами всегда, и чтобы ваш труд был всегда оценен по достоинству. Мне очень приятно сегодня приветствовать вас и поздравить с таким замечательным событием. Мы в свое время, будучи студентами, могли по достоинству оценить богатство фонда Ленинской библиотеки, гостеприимство сотрудников, высокий интеллектуальный потенциал всех тех, кто так или иначе связан с этим замечательным учреждением. Работая в отрасли образования, мне прежде всего хотелось бы поблагодарить уважаемых сотрудников Национальной библиотеки за ту огромную работу, которую вы проводите для воспитания духовности, патриотизма, всех тех самых лучших человеческих качеств в наших детях. И мне хотелось бы надеяться на то, что это сотрудничество, безусловно, будет продолжаться. Мне приятно вручить благодарственное письмо, Галина Гавриловна, от Министерства образования, в котором мы благодарим вас и ваш коллектив за ту огромную и важную работу, которую вы делаете. Спасибо вам. Библиотеку мы дарим книги. Вот, несмотря на все современные гаджеты, пусть книга как источник знаний существует всегда. Всего вам доброго, успешной работы. Дело в том, что действительно я посмотрел фильм, который вы показали, очень замечательный фильм, в котором мы видим, что сочетание архивного дела и библиотечного дела идет в одном направлении. Все мы движемся в сторону формирования документального наследия богатства, в сторону сохранения этого документального наследия и использования его во благо нашего населения. И поэтому мы, вот, комитет по делам архивов и все, я думаю, архивисты Удмуртии, поздравляем вас и ваш коллектив со столь знаменательной датой, 25-летием обретения статуса национального. На протяжении практически уже 100 лет библиотека занималась не только формированием книжного фонда, но и популяризацией литературы среди читательской аудитории. А это, соответственно, и эстетическое воспитание, и интеллектуальное обогащение жителей Удмуртии. С присвоением статуса национального во многом расширились полномочия библиотеки. Это не только активное комплектование и сохранение документального наследия Удмуртии, но и обеспечение свободного, равного доступа населения к отечественным и мировым ценностям и к информационным ресурсам.
Сегодня роль Национальной библиотеки значительно усилилась, так как у виртуального читателя появилась возможность доступа к необходимой информации в удаленном режиме через интернет. Она стала методическим центром развития библиотечного дела в республике. И желаем не останавливаться на достигнутом и, идя в ногу со временем, находить, обретать новые пути в вашем интереснейшем деле, совершать яркие и неожиданные открытия. Ну и в этот особо значимый день от всей души желаем сотрудникам библиотеки прекрасного настроения, крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия и семейного счастья. Пусть удача сопровождает вас постоянно. От лица министра национальной политики Ларисы Николаевны Бурановой я от всей души поздравляю всех с этим значимым юбилеем и передаю слова большой благодарности за те многочисленные, самые разноплановые проекты, которые вы реализуете, причем направленные и на сохранение того уникального культурного, языкового, литературного наследия, и на продвижение, что особенно сегодня важно, да, у вас такое большое количество мультимедийных, современных проектов. Мы от всей души желаем вам дальнейшего развития наших с вами совместных проектов. И вы действительно являетесь и информационным, и методическим, и, безусловно, культурным центром для самых разнообразных категорий граждан и общественных организаций. Но особо для нас важно, да, что рука об руку вы идете всегда с нашими национально-культурными общественными объединениями. Сегодня в зале так много представителей пришли поздравить вас. Это неспроста, да, потому что вы действительно большие друзья и партнеры. Мы уже с вами выстраиваем планы на следующий год такой же плотной дружбы и сотрудничества. Хочется отметить, что ваша работа, безусловно, высоко оценивается и на таком общефедеральном уровне, поэтому у меня есть такая приятная и почетная миссия сегодня вручить вам почетную грамоту Ассамблеи народов России за вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации. Светлана Константиновна Смирнова тоже передает вам большой привет и поздравления. Дорогие друзья, коллеги, я не могу не вспомнить благословенные 60-е, 70-е годы, когда библиотека имени Ленина была единственным учреждением, где мы могли приобщиться к знаниям, где мы провели упоительные часы знакомства с зарубежной литературой, с журналами, которых в других местах не было. И вот это вот теплое чувство я пронесла до сегодняшних дней. Конечно, сегодня библиотека – это совсем другое учреждение, совершенно другой характер деятельности. И надо сказать, что они первыми включились в реализацию проектов по вхождению в глобальную мировую сеть. И мы, как вот Удмуртский институт истории языка и литературы, мы с настороженностью и скептически отнеслись в первые годы, но оказалось, что действительно они были очень правы. И сегодня, когда основным критерием оценки деятельности научных учреждений является цитируемость, вот эта работа Национальной библиотеки, она оказалась для нас очень полезно. И сегодня мы уже обращаемся снова к сотрудникам Национальной библиотеки для того, чтобы оцифрованные ими наши же вот издания включать в наши сайты для того, чтобы повысить вот свою эффективность деятельности. Поэтому мы чрезвычайно благодарны сотрудничеству с Национальной библиотекой. У нас много форм деятельности. Это и, конечно, межбиблиотечный обмен, и обмен литературой. И сегодня я с большим удовлетворением, конечно, представляю труды нашего института, новые. Теперь они выходят очень небольшими тиражами, не все они попадают в библиотеку. Ну вот, потом, Галина Гавриловна, вы посмотрите. Спасибо вам большое. Библиотека – это не только хранилище книг, это еще и просветительская организация. Очень жаль, что вот нет постоянного места жительства последние несколько лет. Я с тоской вспоминаю те литературные гостиные, обсуждение последних новинок литературы,
дискуссии и диспуты, которые устраивала Национальная библиотека. И это было замечательным вкладом в развитие нашего общества, нашей культуры, вообще нашего представления о нашем обществе. Я думаю, что дискуссия о том, развитие информационных технологий, интернета и виртуальных книг погубит библиотеки так же бессмысленно, как, если помните, понятно по литературе, когда появился кинематограф, звуковой, потом цветной, что это отменит театр. Нет. В театры люди ходят, потому что есть потребность в этом. И кино смотрят, и телевизор смотрят. Точно так же и библиотека. Никогда живая бумажная книга не заменит нам общение с электронными носителями информации. Поэтому долгих вам лет развития, счастья, здоровья, скорейшего обретения постоянного места жительства. Я же в министра смотрю, потому что мы тоскуем потому, что нет этого общения. Я бы хотел сказать, что у меня очень личное отношение вообще к библиотекарю, поскольку у меня мама проработала всю жизнь библиотекарем, не в национальной библиотеке, в более скромных учреждениях, но тем не менее. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы труд библиотекарей был оценен по достоинству, в том числе и в материальном, финансовом выражении. И слушая сегодня министра Михаила Соловьева, я думаю, что это все сбудется. Библиотека Удмуртского государственного университета ровно год назад переехала в новое здание, как говорится, чего и вам желаем, чтобы наконец все-таки вам вернуться уже в обновленное ваше здание родное и в полную силу продолжать работу. Вы сейчас работаете в полную силу, но, к сожалению, наверное, об этом уже говорили, не эффективности всей не можете показать. Поэтому желаю вам новоселье справить, это не совсем новоселье в полном понимании, но тем не менее, да, обрести наконец свой дом и продолжать работу, радовать нас всех. И всегда как-то, когда чувствуешь, действительно, я согласен с Владимиром Михайловичем, когда знаешь, что есть национальная библиотека у нас в республике, как-то спокойнее чувствуешь и уверен в том, что и культура, и язык, и жизнь наша духовная, она сохранится. Существование библиотеки незаметно. Она как воздух. Если она есть, она не очень заметна. А представьте, что ее не будет. И все мы заметим, какая будет брешь от того, что нет этой библиотеки. Конечно, это огромное наше достижение, или дом наш культуры. Я знаю, что, Галина Гавриловна, я почему Союза писателей сразу вспомнил, потому что для меня ваше здание, библиотеки, связывается не только как с библиотекой, читальным залом, который совершенно великолепен у вас. Он тем великолепен, там ничего не слышно, потому что такая акустика, она для библиотеки. Это совершенно замечательный зал, где это идешь, стучишь, один говорит, другим это не слышно. Я такого зала просто не знаю. Хотя во многих библиотеках занимался. И в вашей библиотеке долгое время был Союз писателей, или размещался Союз писателей, когда я шел уже классикам нашей литературы за консультацией, они были в вашей библиотеке, примерно там, где ваш кабинет. Да, я знаю, что вы сотрудничаете с обществом Кастрена в Финляндии, и мне предоставили хорошую возможность прорекламировать свою книгу, издание которой помогло обществу Кастрена. Это книга критики, это всего лишь 5-я книга на удмуртском языке, книга критики, потому они поддержали. Я знаю, что у вас эта книга есть, но вам пригодится для подарка. Это книга. Спасибо. Я с чего хотел начать. Я вчера читал через интернет электронные книги, и сегодня у меня глаза не открываются. Это говорит о том, что библиотека, она очень нужна, и книги, они никуда не отойдут. И второй еще момент, я с 90-х годов помню, меня Миша Федотов привел в эту библиотеку, и
показал, где он сидит и пишет стихи. То есть не только читает книги, а пишет стихи. Здесь никто, говорит, не мешает, у меня кабинета нет, а вот я здесь всегда пишу стихи. Я попробовал это тоже делать, у меня тоже это замечательно получалось. Никто там не мешает, там такой интересный воздух, не знаю, что-то дает какие-то силы. И я не знаю, не только я, еще ряд писателей, которые любят сидеть там и работать, не только читать. И, конечно, не буду многословен, мы сегодня такие редкие книги привезли, журнал «Изложо», совместно с писателем. Ну, еще у нас есть книги, мы их тоже привезли. Спасибо. Я вообще считаю, что книга – это очень большой воспитатель души. Когда наш народ, но совсем недавно, как бы не хулили прошлые годы, а книга была самым главным в жизни человека, чтобы познать мир, и не только мир, но и самого себя. И поэтому библиотеки – это, наверное, единственный, самый крупный оплот культуры в нашей стране сейчас. Человек идет в библиотеки не только за книгой, но и за общением. А книга, она останется всегда, несмотря на всякие электронные носители, которые, кстати, очень уязвимы для хранения, для длительного, для сотен лет хранения. А бумажная книга, она не исчезнет, потому что она, во-первых, не в одном экземпляре бывает в мире, но этих книг много, и я очень рада, что у нас есть такие библиотеки, в которые можно прийти, причем совершенно бесплатно, без всякой коммерческой, что ли, жилки, и послушать других людей, посмотреть какую-то книгу, ознакомиться с чем-то. А еще библиотеки помогают людям, вот, скажем так, моего возраста, освоить и компьютер, и интернет, и работу с ним. И это очень замечательно. Я хочу подарить свои книги, последние книги, для Национальной библиотеки. Ну, все, что у меня, как говорится, есть, но я думаю, это не последнее. Спасибо вам большое. Здесь Грыч Рожьес, Галина Гавриловна, Президиум, уважаемые друзья, товарищи и Ташлах. От имени Татарского общественного центра, от всей души, от всех благодарных читателей хочу поздравить этим замечательным праздником. Дело в том, что вы не просто книги храните, где некоторые гигиенисты говорят, книжный пыль вреден и прочее там, типа она тряхивает как ковры и так далее. Я говорю, нет. Эти книги считали сотни тысяч людей и брали, возможно, с собой под одеяло ночью, когда не давали там родственники считать под светом. И вот эти душевный подход, их глаза, их переживания, их слезы, их дыхание в этих книгах осталось. И по этой причине вы храните здесь не просто какой-то носитель электронный, вы храните здесь души отчаянных людей, и тем самым он очень ценен. И вот то, что Ленин там стоит за библиотекой, так, это ни о чем не говорит, потому что Ленин сам был прекрасным читателем, и нас всегда учили на этом примере. И вот в 1973 году, когда я приехал сюда, был направлен Ижевский машиностроительный завод работать, конечно, первое здание, которое я посетил, это была библиотека. Пока устраиваешься на работу, надо было, связан ли с моей родиной, с моей идентичностью этот город. Я нашел прекрасные тома Габдулла Тукая. Это было для меня кислородом в то время. И для того, чтобы и у меня своя как бы творческая часть по части и стихов, и прочее не пропала. Я огромной благодарностью всем библиотекарям, те, которые всегда вот хранят, несмотря на небольшую зарплату. Мы говорим сегодня не о зарплате, а о здании говорим, да? Это все-таки о будущих поколениях, а все-таки о сохранении, а не о зарплате, как многие говорят, там, митинги и прочее. Там. Поэтому я очень благодарен. Пусть Аллах хранит вас всех и такими молодыми, красивыми, хорошими и преданными своему делу. И вот тем самым зарождают в обществе новых, замечательных, интеллигентных людей. Потому что, на самом деле, как вот сказали, я видел в фильмах, проезжает машина, электронным такой специальным приспособлением,
все здания, которые находятся, все электронные носители стирают, а книги, конечно, не стирают. И это так же, как память человека, и вот сохранится. И мы дарили тома из Казахстана к открытию нового здания. Иншаллах, мы тоже привезем ту библиотеку, которую люди считают. А пока вот от Саудовской Аравии хочу вам подарить книгу. Спасибо большое. Благодаря вас, вашим слайдам, я видел, когда приезжал сюда наш посол, и мы там были. Все наши мероприятия, вот что бы мы ни проводили в республике, это благодаря вас, благодаря Надежде Михайловне. Очень таджикские диаспоры существует благодаря вас. И моя на этот новый подход, Новый год, поздравлять всех и желать вам, чтобы у вас был национальная библиотека, ну, вот как дом дружба народ, такой красивый. И мы всегда там чувствовали себя как дома, и мы там чувствуем себя как дома. Но не хочу, чтобы больше как сироты разговаривать. У них будет лучше и лучше национальный. Добрый день, дорогая Галина Гавриловна, уважаемый президиум и уважаемые коллеги. Действительно, Национальная библиотека в нашей жизни играла огромную роль. Я помню, в 1983 году, когда меня командировали в город Ижевск, я знал несколько слов на русском и говорил на родном армянском. К огромному сожалению, в Удмуртии никто по-армянски не говорит. И вот, представляете, вот шуточное, но действительно это случилось со мной. Иду в магазин, на бумаге я написал, перевел прямо из армянского, и даже продавщицу было трудно понимать меня, говорил буханку белого, болгарский сок, сыр и янтарь. Больше ничего не знал. И каждый день, неделю, ходя в эту же одну и ту же магазин, попросил одну и ту же продукцию. Она говорит, пойдем в кино. Я говорю, буханку белого, болгарский сок, сыр и янтарь. Снова повторяет, мы пойдем в кино, молодая девушка. Я говорю, болгарский сок, сыр, янтарь, буханку белого. И после этого я понял, что мне стыдно. Я, между прочим, красным дипломом переехал сюда, меня командировали, да, вот что на русском. И первый раз я пошел в Национальную библиотеку и взял русско-армянский словарь, а у меня была армяно-русская. И там очень трудно было от армянского перевести на русском. И с того дня я благодарен Национальной библиотеке, который дал нам сознательную жизнь. Знаете, я всю сознательную жизнь благодарен Удмуртии. 18-летний мальчик без родителей приехал сюда, и благодаря таким зданиям, как Национальная библиотека, сельхозакадемия, я стал человеком. Поклон вам. И придут времена, которые все придут и скажут, действительно, вы заслужите уважения. Поклон вам. Очень приятно, что во всех мероприятиях, которые проводит украинское общество, мы всегда можем рассчитывать на помощь Национальной библиотеки. У меня вообще с Национальной библиотекой почти родственные связи, у меня родственники там работали. И пользуясь вот этими, как бы сейчас сказали, клановыми вузами, я когда писал диплом на ИСТФАКе, я даже пользовался, выносил книги, каюсь, из библиотеки, потому что времени катастрофически не хватало, но утром к открытию я уже их приносил, чтобы мне все-таки снова могли их выдать. Поэтому вам удачи, процветания, вот, и продолжать сотрудничество не только с нашим культурным образованием, но и вот со всеми нашими национальными культурными объединениями Удмуртии. Я представляю КТРК Удмуртия, Удмуртское радио, и наша давнишняя связь не прерывается.
если 25 лет статусу национальная, Мелитина Васильевна Гаврилова Решетко, как по эстафете передала после того, как ушла на заслуженный отдых, в наши руки, руки молодых, эту нить. И ваши гости, особенно клуба «Край Удмуртский», интересные беседы, ваши гости становятся участниками наших радиопередач. И не только Удмуртского радио, но и радиожурнала «Между Волгой и Уралом». И очень приятно, что вы подкидываете нам интересные темы. Например, одна из них, от ваших сотрудников мы узнали, что доктор, профессор Василий Васильевич Успенский, который поставил на ноги Моресьева, героя повести о настоящем человеке, оказывается, сын купца Удмурта. Ну как журналист мог пройти мимо этой темы? Я в тот же день побежал к вашим сотрудникам, записались, интересная беседа. Получилось, оказывается, он купец Удмурт Кирова, то есть Вятки. Детство у него, у Василия Васильевича, прошло в Вятке, юношество в Ижевске, потом в Казани, студенческие годы. И интересная программа получилась, я бы сказал, даже шикарная, если это, может быть, не скромно с моей стороны говорить так о своей работе, но это же в соавторстве с вашими сотрудниками. И на завтра же Академия медицинская попросила эту передачу для своего музея. Это их тоже заинтересовало. Так что спасибо и желаю, я присоединяюсь к всем пожеланиям, поздравлениям выступающих до меня и с мыслями о дальнейшем сотрудничестве покидаю эту трибуну. Вас пришли поздравить музейщики. Цели и задачи у нас одни и те же. Но вы самые первые, самые трудные годы, в 20-е годы ваше становление. Вы первые были организаторами из читален, красных уголков, библиотек. Сегодня вы самый крупный методический, научно-методический центр. Сегодня самое крупное хранилище документального наследия республики, активно использующее в своей работе новые информационные технологии, обеспечивающие доступность для населения отечественных и мировых крупных исторических ценностей. Галина Гавриловна, мы желаем вам, нам, конечно, мы испытали то время, когда также находились, также наш музей, когда находился в реставрации. Конечно, не лучшее время сегодня вы испытываете, но мы очень верим и хочется верить, что наше руководство в лице Владимира Михайловича, да, и правительства нашего все сделают для того, что совсем скоро откроется для наших читателей прекрасное ваше здание. Ну и думаем, что вы получите своих благодарных читателей. А впереди 2015 год, это год 70-летия Победы, это год российской литературы. И нас с вами ждут новые проекты. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, но хочу заметить, что библиотека нашего музея имеет такие издания, которых в вашем музее искусств, в вашем отделе искусств нет. Но мы благодарны за то, что Центр реставрации библиотеки национальной нам очень помогает в хранении не только книг от библиотеки, но и реставрирует предметы графики. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы издали несколько своих трудов, так скажем. Я вам уже их передала, но хочу сказать, что передадим еще, потому что у нас на выходе очень большое издание, в общем-то, самое первое, по всей вероятности, в республике. Это
очень большой каталог наших фондов. Практически это каталог Союза художников, вообще всех художников, когда-либо творивших на территории Удмуртии и имеющихся в наших фондах. Естественно, как только мы его получим, вы будете первыми, кто его будет держать в руках. Позвольте от коллектива Удмуртской республиканской библиотеки «Песни» выразить слова глубокой признательности за ваш труд в деле сохранения, не только сохранения, но и пропаганды национального наследия, культурного наследия. И от себя лично мне очень хотелось бы сказать, что меня всегда восхищал профессионализм отношения к делу коллектива Национальной библиотеки. 25 лет назад, Галина Гавриловна, вас поверили не только в нашей республике, вас поверили в России и за вами пошли. И вот я желаю, что как 25 лет назад за вами все наше профессиональное сообщество в вас верило и за вами шло. Республиканская библиотека детей и юношества сердечно поздравляет вас, дорогая Галина Гавриловна, и ваш замечательный коллектив с таким знаменательным событием. Это важное событие не только в жизни вашей библиотеки, но и в культурной жизни, и в жизни библиотечного сообщества Удмуртской республики в целом. Вы достойно несете высокое звание, статус национальной библиотеки, благодаря высокому профессионализму вас, Галина Гавриловна, и вашего замечательного коллектива, благодаря творческому потенциалу ваших сотрудников. И поэтому мы желаем вам всяческих успехов, здоровья, счастья и дальнейшего развития на благо Удмуртской республики. Удмуртский республиканский колледж культуры сегодня приветствует Национальную библиотеку, крупнейший информационный центр Удмуртской республики. Нас связывает многолетнее сотрудничество в вопросах подготовки современных специалистов библиотечного дела Удмуртской республики. Наши выпускники работали и работают в стенах Национальной библиотеки. Значимость нашего дела можно подтвердить словами академика Дмитрия Лихачева. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но если есть библиотеки, культура не погибнет в такой стране. Мы гордимся, что наша библиотека получила первый в России статус национальный. И желаем вам, Галина Гавриловна, и вашему творческому коллективу крепкого здоровья, успехов. Ну, инновации так они есть и будут. И продолжать путь, который вы выбрали. Благодаря именно Национальной библиотеке Удмуртской республики все национальные республики тоже носят статус национальной. И мы очень благодарны всему коллективу и руководству Национальной библиотеки Удмуртской республики за этот подарок, действительно, за их вот это инновационные предложения в те времена тяжелые, когда они, как понимаем, как это было тяжело все это пробивать. И я сегодня считала, сколько раз была в Удмуртской библиотеке. 6 раз я была здесь, начиная там с 1986 года. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы что-то обогащаемся чем-то новым, что-то мы приобретаем. Действительно, коллектив щедро делится своими инновациями. Действительно, это наши друзья. Только друзья могут так бескорыстно и щедро делиться тем, чем они богаты. Мы благодарны, что оцифрованы очень многие фонды благодаря Национальной библиотеке. Знаем, что совместный проект у нас по сохранности газетных фондов – это, конечно, Галина Гавриловна. И низкий ей поклон за это. Газета «Известия Мордовии» у нас оцифрована только благодаря, конечно, Национальной библиотеке. Это совместный проект, но во главе проекта вот это коллектив библиотеки во главе с Галиной Гавриловной. И мы помним, как эта программа сохранности книжных фондов тоже, можно сказать, мы отсюда все это начинали, очень много совместных проектов. Поэтому огромное спасибо, низкий поклон. Мы сегодня с удовольствием слушали Владимира Михайловича, который говорил, что будет национальная библиотека, потому что новое издание, потому что для любого учреждения что важно, чтобы было хорошее руководство, хорошие кадры, и это все в национальной библиотеке присутствует. Одежда есть, фонды 1,5 миллиона, фонды это очень много и очень хорошо для республики. И, конечно, для статуса и гордости, чтобы работалось, конечно, очень важно хорошее здание, то, которое заслуживает такой коллектив и Удмуртская республика.
Спасибо огромное. И спасибо огромное Владимиру Михайловичу, потому что я представляю еще и Поволжский центр культуры финно-угорских народов, потому что у нас много совместных проектов с Удмуртией. И это и фестиваль финно-угорской книги, это и фестиваль финно-угорского юмора, это и фестиваль семейных ансамблей финно-угорских народов и много других проектов. И всегда удмуртские представители достойно всегда представляют свою республику. И многие из них уже, как Надежда Уткина, как писатель Арсерги, как Лобанов, стали уже национальным героем не только Удмуртии, но и мордовского народа, что мы тоже также гордимся, что есть такие финно-угры в нашем сообществе. Огромное спасибо. Очень сегодня приятно было слышать вас, и очень хорошо нас заверили всех. Это праздник, думаю, что будет, что когда мы будем присутствовать в новом здании библиотеки. А это для пополнения фондов. Разрешите от имени Национальной библиотеки Республики Татарстан зачитать вам приветственный адрес. Национальная библиотека Республики Татарстан поздравляет вас с 25-летием присвоения вашей замечательной библиотеки статуса национальной. Национальной библиотекой Удмуртии пройден славный путь. В 2013 году она отметила свое 95-летие. Библиотека превратилась в крупнейший информационный центр не только Удмуртской республики, но всего российского пространства. Располагающая 1,5 миллиона фондом, библиотека проводит большую работу по продвижению отечественной литературы, выполняет информационную, просветительскую, образовательную функции и является этнокультурным центром. Вы по праву являетесь достоянием культуры народов Удмуртии, несете в себе огромный потенциал для воспитания и образования нынешнего и будущих поколений, сохраняйте национальную память народам. В вашей библиотеке делается все, чтобы накопленные обществом знания служили на благо всей республики России во имя мирного развития и консолидации ее народов. Залогом успеха и процветания в любом деле является профессионал. Ваша библиотека – это сплоченный коллектив, усилиями которого создаются уникальные информационные ресурсы, реализуются самые смелые проекты и идеи, сохраняются библиотечные традиции. Желаем вашему замечательному коллективу удачи во всех начинаниях, осуществления самых смелых планов, творческого долголетия, умения всегда держать руку на пульсе времени, оставаться проводником знаний для каждого читателя. Мы уверены, что Национальная библиотека Удмуртии не уступит свои лидерские позиции в обеспечении информационных запросов общества, будет неуклонно расширять коммуникационное пространство, оставаясь важным сегментом нашего профессионального сообщества. С искренним уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество директор Национальной библиотеки Республики Татарстан Наиль Акрамович Камбеев. От лица Свердловской области, Свердловской областной межнациональной библиотеки мы бы хотели поздравить вас, Галина Гавриловна, и коллектив вашей библиотеки с этим действительно знаменательным праздником. И отдельно от лица нашей библиотеки поблагодарить вас за тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие и сохранение культуры родного удмуртского народа. Позвольте зачитать приветственный адрес директора нашей библиотеки. Коллектив Свердловской областной межнациональной библиотеки сердечно поздравляет коллектив Национальной библиотеки Удмуртской республики с 20-летием в статусе национальная библиотека. Ваш коллектив отличается высочайшим уровнем профессионализма и является уникальным примером работы команды. Постоянный поиск новых идей, неординарный подход к решению поставленных задач, профессионализм и энтузиазм коллектива библиотеки позволяют вам реализовывать проекты любого уровня сложности и обеспечивать неизменный успех. Мы искренне рады, что на протяжении многих лет наши партнерские отношения являются примером сотрудничества и взаимопонимания. Примите наши искренние пожелания новых профессиональных свершений, стабильного благополучия во всем, крепкого здоровья и исполнения всего намеченного. Директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Виктор Георгиевич Подкорытов. Действительно, 25 декабря 1989 года состоялось историческое для библиотечного дела России заседание Президиума Совета Министров УАССР,
на котором было принято решение о присвоении Республиканской библиотеке УА СССР имени Ленина статуса национальная. Через 2 года только после нас этот статус получили федеральные библиотеки и все библиотеки, я уже говорила, автономных республик. Что же дал нам статус? По-моему, сегодня все ответ на этот вопрос услышали. Но он дал еще и ответственность и обязанность исполнять все функции, необходимые для подтверждения статуса. Сразу же после присвоения статуса библиотека начала работать в рамках программно-проектной деятельности. Началась подготовка программы «Память Удмуртии». Я ее очень люблю, эту программу. И там, наверное, 3/4 моей души вот в этой программе. По образцу программы ЮНЕСКО «Память мира» они прислали нам даже свой альбомчик, как правильно делать программу в рамках памяти мира. К нам приезжали за опытом коллеги из многих региональных библиотек. Это был глубоко продуманный документ, в котором нашли отражение сбор национальных и краеведческих фондов, раскиданных по всему миру. Была проведена большая поисковая работа по выявлению отсутствующих в библиотеке источников. Выявлено более 7000 документов, установлено местонахождение и приобретено из них около 4000. В то время было проще с международным книгообменом. Книги приходили из Венгрии, Франции, Финляндии, Германии, Эстонии, Австралии, Бельгии, Англии. Первая грамматика водского языка 1775 года пришла из США. Но, безусловно, это факсимильное издание. Тогда же было подготовлено 102 записи интервью с выдающимися гражданами нашей республики. Сегодня эта работа продолжается. Мы записали недавно голоса 16 ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, наших земляков. Они вспоминают о боях, в которых их пришлось участвовать, о своих товарищах, живых и погибших. Это приложение к нашему биобиблиографическому указателю о земляках, наших героях, наших земляках. Благодаря программе «Память Удмуртии» впервые в деятельности библиотеки появилось направление «Сохранность документов». Большую проблему представляет сохранность газет, которые изначально не предназначены для длительного хранения и печатаются на бумаге низкого качества. С той поры с целью сохранности газетного фонда на микрофильмы переведено более 110 тысяч кадров. Региональный центр консервации и реставрации документов работает в библиотеке с 2008 года. Специалисты отдела ежегодно обучаются и проходят переподготовку в Федеральном центре Петербурга. Сегодня они единственные реставраторы по бумаге в республике. Накоплен богатый опыт работы. Конечно, реставрационные работы стоят дорого, но намного важнее продлить жизнь ценного для истории или для себя лично документа. Проведенный нами недавно мониторинг состояния редких и ценных документов в музеях и библиотеках республики показал, что около 8000 документов, чтобы не потерять их для будущих поколений, нуждаются в срочной реставрации. 40 000 требуют принятия консервационных мер, чтобы не прийти к состоянию вот тех 8000. Программы, носящие мемориальный характер, не имеют сроков. И, конечно, очень жаль, что с 2006 года наша программа «Память Удмуртии» не финансируется. Я знаю, что те, кто учились у нас, приезжали учиться, как сделать такую программу, они у них до сих пор продолжаются и процветают. И когда я ездила
в Российскую государственную библиотеку, Ирина Васильевна Морозова, вам небезызвестная, создатель программы «Память России», она мне тогда сказала: «Деточка, я уже не в том возрасте, когда боятся делать комплименты. Ваша программа лучше нашей памяти России». Это было очень приятно. Ну вот, надеюсь, что при новом министре мы продолжим эту программу. Одним из условий успешной деятельности любой библиотеки, а национальной библиотеки особенно, является уровень ее автоматизации и информатизации. Сегодня в нашей библиотеке 140 компьютеров, так как практически все процессы автоматизированы. И не хватает. Техника быстро устаревает, бывает неспособна выполнять те или иные задачи. Тогда начинается атака на директора. Для читателей у нас 25 компьютеров. Они тоже должны быть сильными, чтобы использовать удаленные ресурсы. Национальная библиотека является одним из важнейших социальных институтов республики, обеспечивающих аккумулирование, формирование и общественное использование информационных ресурсов. Объем собственных баз данных у нас сегодня более 900 тысяч. Мы начали комплектовать электронные книги и периодические издания электронные. Несколько лет уже занимаемся созданием своей собственной полнотекстовой электронной библиотеки. В ней на сегодня уже более 17 тысяч документов. Подготовленная автором монографии «Национальная библиотека» профессором Тюлиной Натальей Ивановной «Оптимальная модель национальной библиотеки» включает 8 функций. Библиотека выполняет все присущие статусу функции. Вот не буду на них останавливаться, пролистну. Остановлюсь на функции обслуживания документами и библиографической информацией, которая осуществляется на основе сочетания принципов общедоступности и с приоритетностью удовлетворения запросов, связанных с решением государственных задач. Таким образом, любая национальная библиотека немножко правительственная, немного парламентская, и в связи с этим все национальные библиотеки мира и многие национальные библиотеки в России финансируются отдельной строкой. Национальная библиотека еще и интернациональная, вам пришлось уже сегодня всем убедиться в этом. Многие годы мы работаем с национальными обществами культур, не сосчитать всех проведенных мероприятий. Сегодня стоит перед нами задача расширения этой деятельности, и думаю, что потихоньку начнем набирать обороты, если Дом дружбы будет предоставлять нам помещения для проведения мероприятий наших. В последние 10-15 лет национальные библиотеки мира транслируют себя и как социокультурные центры, цель которых – создание благоприятных и комфортных условий для реализации производственных, культурно-досуговых и творческих потребностей пользователей национальных библиотек и их персонала. Для достижения этой цели в библиотеках создаются социокультурные центры, основными элементами которых являются музей книги, художественная галерея, арт-кафе, музыкальные гостиные, кабинеты для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, специализированные залы по литературе и искусстве, у некоторых спортивные залы, у чувашей, например, детские комнаты есть там. Пока родители занимаются, дети играют. Мы уже сегодня работаем по различным социокультурным проектам. И вы сегодня это могли слышать и видеть в фильме. Совместно с Союзом писателей, вот последний такой проект наш, мы готовим проект «Молодые голоса в литературе Удмуртии». Думаю, что этот проект заинтересует и Министерство национальной политики.
В последние годы библиотека много занимается продвижением книги и чтения. К нам приезжали Алексей Амелин, Илья Баишов, Николай Александров, Алексей Варламов, Людмила Улицкая. Надеюсь, что в предстоящий год литературы встречи продолжатся. Население хочет встречаться с авторами. К нам поступило предложение от издательства АСТ, очень интересное, об организации встречи с писателем Михаилом Веллером. Но что вы думаете, мы должны для этого сделать? Мы должны купить у них книг на 1,5 миллиона. Мечтаем организовать цикл телепередач о наиболее значимых книгах, хотя бы минут по 10 2 раза в месяц. Ну вот так бы. В последнее время все большее место в реализации методической функции занимает стандартизация. Через нее решаются задачи оптимизации и унификации основных организационно-технологических процессов. Развивается научно-исследовательская деятельность. Коллектив библиотеки работоспособный, высокопрофессиональный, ответственный. Приятно было сегодня слышать из уст наших коллег такую вот похвалу, и я теперь вот и повторяю. И я уверена, что вместе мы и дальше будем стремиться к новым высотам, и у нас многое еще впереди. Хочется закончить словами французского библиотекаря Мишеля Мело. На Земле в вечном движении мы лучше осознаем, что национальные библиотеки необходимы более, чем когда бы то ни было, ведь они одновременно служат маяками и гаванями истории и национальной самобытности.